Работа такая больше, будем ловить на движение соперника. Будем выводить его и ловить его на его же шаге, скажем, движении. Вот первое движение у нас, самый простой прием — это нырок. Ныряем под мышки вообще. Смотрите, делаю шаг в сторону, вот. Когда он на меня двигается, я в этот момент встречно ныряю ему под эту руку. Когда ныряю, тяну за собой вот, правой рукой, вот. И я уже сзади нахожусь. Еще раз, вот. Могу вообще вот так покружиться, двигаться. Вот, раз, прошел. Второе упражнение. Также отсюда вот, двигаюсь в правую сторону, я уже прохожу в эту ногу. Опять одно и то же движение. Вот. Раз, шаг в сторону, тяну и вот прохожу. Отсюда. Шаг в сторону. Пошел. Проход ноги. А обычно какие-то ошибки делают? У нас ошибки, ребята, самая распространенная ошибка, вот когда стоим, вот этот же проход, они тянут, видите, нога далеко стоит, дальнюю ногу вот проходит, растягиваются, и из-за этого они не доходят до ноги. Получается, падают и наоборот проигрывают 2 балла. Чтобы этого не было, должны вот спровоцировать соперника, чтобы он шаг вот сделал, вот этот шаг. Вот. Шаг делает, я встречно прохожу. Ну и третье упражнение тоже. Обманный. Держу в эту сторону руку. Перевод у нас есть такой прием. Вот. Перевожу и захожу за спину. 2 балла можно в партере сбить. А здесь, смотрите, я вроде бы показываю сюда, вот, перевод. Двигаюсь в эту сторону. Смотрите. Шаг в сторону, убираю плечо. Вот. Шаг в сторону, убирая плечо, вот сюда, и перевожу его. На деле оно, вот оно, так смотрит. Вот, раз, перешел. В общем, так, обманно, скажем. Многие ошибки делают, вот, тоже. Переводит, отсюда его переводит, догоняет. Догоняющего человека очень сложно перевести, так же, как и в ноги пройти. Даже в эту сторону воду. Догоняющего сложно. Я должен заставить его шагнуть на себя. То есть, смотрите, вот. Шаг в сторону, вот. И ловлю. Перевод. Самые простые приемы в вольной борьбе вообще. Как так? Если показывал где-то там из креста, как выходить, да, как Не, наоборот, делать. так делать. Да. Вот в партере. Когда мы в партере делаем крест, самая стандартная защита, вот, если я уже соединил крест, они складываются. В общем, колени подтягивают к себе и упираются. Зашел. Вот здесь взял. И вот, смотрите, вот здесь. Они вот, стандартная защита в эту сторону разворачиваются. И мне тяжело перевести, его перевернуть из-за того, что у него центр тяжести вот тут. И он напрягается. Для этого я должен вот растянуть ноги его, растянуть сюда. То есть выпрямить человека. Вот. Чуть выпрямил и пошел. Опять он складывается. Видите, вот он. Вот это его стандартная защита. Правильная защита. Вот здесь я должен его в сторону перевести, перевернуть на 2 балла. Это вот многие тоже вот пытаются делать. Крест все правильно соединяет, но не доводит прием. Маленькое движение в сторону и растянуть нужно для того, чтобы сделать. Еще с головы, да? Ты который смотрел, да? Хорошо. Опять же у нас ошибки бывают какие. Ну это не ошибки. Ситуация, когда голову забирает, я, скажем, вот голову забирает, некоторые ничего не делают, просто вот моя задача, я соперник, да? Вот сбил его отсюда, перевел, 2 балла забрал. А наши ребята некоторые не работают, когда вот голову забирают. Что нужно делать, когда вот голову забирают? Вот голову мне забрали. Первая ошибка соперника бывает, он локти открытый. Когда локти, вот пространство есть, можно пройти в эту ногу. Выпрямив спину. Шаг вперед и
прямой спиной можно пройти в ноги. Вот. Вот взял, вот, чувствуешь, что открыт? Вот, смотрите. Раз, хорошо. Если же локоть закрыто, те, кто правильно голову держит, локоть не открывает, он здесь закрыт. Вот. Голову закрыли. Обычно бывает, страхуют эту ногу. И вот эта нога впереди. Что я здесь делаю? Просто вот прохожу сюда, в пятки. Тоже хорошее действие, контратака. Ну и третье, тоже тот же перевод, только вот голову взяли, да, бывает партер, встали вот здесь и не знает, что ни он забежать не может, ни я. Вот здесь что делаю, смотрите, беру вот его руку, которая голову держит, эту ногу, левую ногу вперед выставляю и отталкиваю. Получается перевод в партер. Вроде бы он атаковал, а получилось так, что я контратакой забрал 2 балла у него же. Такие вот приемчики. Короче, получается век живи, век учись, да? Да, любой даже, скажем, мастер спорта, любой международник, даже заслуженный мастер спорта, бывает, не знает некоторые моменты. Есть, это правда. Это ничего здесь плохого нету. Каждый человек учится. Вот даже тренер, вроде бы заслуженный тренер России, но все равно бывает моментами учится у других. Да. Ну, приходится изучать каждое движение, каждый прием наших соперников и показывать ребятам нашим. Спасибо.